Одна из статей Конституции содержит норму о пенсиях, однако об их обязательной индексации речь идет впервые. К слову, на том, чтобы зафиксировать в основном законе обязанность государства индексировать выплаты пенсионеров не реже раза в год, настоял сам Владимир Путин. Поправку в 75-ю статью Хожахмед Касеев, бывший депутат и общественник, считает одной из самых необходимых. И не потому, что он сам на заслуженном отдыхе, а потому, что в стране много тех, чей основной доход – это как раз такого рода пособия. Индексация пенсии – это очень правильное решение, поскольку у нас мы смотрим телевизор и даже показывают по центральному телевизору этих старых пенсионеров, которые получают 7-8 тысяч пенсий. На этой пенсии никак не может российский человек прожить. У нас пенсии тут немного, чуть-чуть, я чувствую, выше. Социальный пакет, касающийся детей, медицины, минимального размера оплаты труда, который будет не ниже прожиточного минимума, и гарантии, предоставляемые работающим гражданам. Поправки, затрагивающие социальную сторону, занимают особое место. Поправки, касающие пенсионных выплат, индексации, здравоохранения, природопользования, охрана природы, водных ресурсов, недропользования. Все это включается в эти поправки. Да и раньше в Конституции это было включено, но в какой-то мере это не работало. Видно от возраста Конституции. Мы обязаны выйти, как законопослушные граждане, обязаны выйти и проголосовать. Как будем голосовать, это вопрос каждого. Он на свое усмотрение подумает и проголосует. Поправки в основной закон гарантируют не только социальные гарантии, но также позволяют сохранить этнокультурное и языковое многообразие. Так, согласно изменениям в 68-ю статью, страна гарантирует народам, проживающим на ее территории, право на сохранение родного языка и условия для его изучения и развития. Многие в республике такие постулаты считают важными и надеются, что они все-таки будут закреплены на законодательном уровне. Ведь роль родного языка непереоценима. В этих поправках мне очень понравился один пункт – сохранение национальных языков. Сегодня в нашей республике делается очень много, чтобы сохранить наш родной язык. Много участвуем в мероприятиях, где мы постоянно говорим об этом, чтобы наши дети, наши взрослые, чтобы мы говорили на родном языке. И все это отражается на этой Конституции, чтобы мы свободно могли заниматься сохранением нашего языка. Поэтому очень много плюсов для того, чтобы пойти и проголосовать. Мы заявляем о себе, что мы такой же полноценный субъект Российской Федерации, где мы можем высказать свое мнение и сказать или да, или нет. Поэтому хотелось бы, чтобы в масштабе России Ингушетия заявила о себе на выборах и проголосовала. Граждане не могут голосовать за каждую поправку в отдельности, так как оставить свой голос можно только за весь список изменений. Это предлагает формат голосования плебисцит. Всего поправок 206. С их принятием существенные изменения грядут практически во всех сферах. Сюда Харвард, да, вахацик даглаца, шинхетыш долхам задали, спротив дали, шинхетыш долхам да янцик чува дикр вян хетсуна, ваймех малбах дол бусобнах, весхан лоч Аллаху ши қилан сани схоржимуш зметтик вайн каман вайнаха галашты бусобнаха пейдене вейлс беркати вейлс сан белхтехле вайн дикинейн Аллаху. До общероссийского голосования меньше 2 недель, но этого достаточно, чтобы успеть изучить весь список изменений и ответить на один единственный вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации или нет? Ведь поправки вступят в силу, если только их одобрят половина от пришедших на выборы. Тамара Хшагулькова, Магомед Даскиев, Новости 24.